Ульяново. Поселение возникло при Ульяновском монастыре, который был впервые основан в 1385 году епископом Стефаном Пермским как форпост для распространения православного христианства среди Коми и для защиты от нападения ваголов. Название обители распространилось и на прилегающую к монастырю местность, которую в народе стали называть Ульяновкой. В XV веке монастырь пришел в запустение, причиной которого, как считается, стали походы вагульского князя Осыки, разорявшего селение в верхнем течении Вычегды в 1435-1448 годах. В 1667 году в этих местах поселился выходец из Москвы священник Филарет, в миру Федор Тюрнин. Он с 4 сыновьями и построил деревянную церковь во имени рукотворного Спаса. В 1764 году церковь была упразднена. В 1860 году по просьбе местных жителей на месте древней Спасской пустыни был учрежден новый Троицкий, Ульяновский, Стефановский, Спасский мужской общежительский монастырь. Одно из имен монастыря, святой великомученицы Юлиане, и отразилось в названии поселения. Но, судя по археологическим данным, люди эти места облюбовали уже давно. На месте Ульяновской древней стоянки, в конце мыса второй надпойменной террасы, было обнаружено погребение. В могиле обнаружена бляшка-розетка и остаток какого-то украшения из меди, медная четырехгранная шила и кремниевый наконечник стрелы. Возраст погребения определен в пределах XVI-XI веков до нашей эры. Ульяновская стоянка расположена на правом берегу Вычегды, к юго-западу от Ульянова, на мысу, образованном рекой Вычегды и ручьем Дзьёлеос. Вещественный инвентарь состоит из кремния и кварцита. В кремниевом инвентаре имеются пластины и изделия из них, нуклеусы, отщепы, чешуйки и остколки. А еще, орудия из кварцита – это топоры с перехватом. Основной комплекс стоянки датируется эпохой позднего мезолита, 7-6 тысячелетия до нашей эры. Есть и другие археологические находки в непосредственной близости от Ульянова, относящиеся к позднему мезолиту.
Сегодня двери возрожденного Троицы Стефана Ульяновского мужского монастыря открыты для всех желающих. Приехавшие сюда могут пожить в гостинице при монастыре, познакомиться с монастырским бытом, историей монастыря на организованных экскурсиях и просто отдохнуть душой, прикасаясь к этим святым местам. В поселке, согласно переписи 2010 года, проживало 130 человек. Но небольшая удаленность от районного центра и круглогодичное автомобильное сообщение с ним и центром Республики Коми, городом Сыктывкар, способствует дальнейшему развитию поселка и его инфраструктуры. Желающие посмотреть зимние и летние аэросъемки Троицы Стефана Ульяновского монастыря, смогут это сделать, перейдя по ссылкам под этим видео. Уважаемые подписчики и гости канала, пишите комментарии, делитесь своими историями по сюжетам видео. Те, кто еще не подписался на канал, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых публикациях на канале. Буду очень благодарен за поддержку моего нового канала на платформе Яндекс.Дзен. Называется он «Воздушный репортер». Подписывайтесь, пишите комментарии и делитесь своими соображениями.